Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня, в пятницу 13-го, в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы покажем момент крупной аварии на проспекте Победы в Казани. В столкновении 6 автомобилей пострадали 2 девушки. Я не могу. Расскажем о задержании пьяного водителя на улице Дубравна и как автоинспекторы оказались втянуты в ссору бывшей семейной пары. А также конфликт соседей перерос в потасовку. Ранили друга сына. То есть сын приехал за меня заступаться. Ну вообще просто вот эти сыкчу. Медицинская помощь потребовалась 3 пострадавшим. Это и не только. Прямо сейчас. 2 человека пострадали, 6 автомобилей разбиты. Таков результат 2 ночных аварий, произошедших в одном и том же месте на проспекте Победы в Казани. В столкнувшиеся автомобили, стоящие на левой полосе, на полной скорости, не тормозя, влетела «Лада» 14 модели, в которую затем врезалась «Део Некси», а уже в нее «Киа Серато». Удар был настолько мощный, что из всех 6 автомобилей на ходу остался только 1. 2 девушек, водителей и пассажира «Лады» срочно госпитализировали. Водители ранее столкнувшихся автомобилей стояли на обочине в метре от проезжей части. И лишь чудом ни одну из машин не отбросило в сторону людей. За минуту до этого водители 3 автомобилей Hyundai Solaris, Нивы и Hyundai i30 собирались ехать в центр оформления ДТП. Считали случившееся рядовым дорожным происшествием. Обычное домино. Он остановился, я остановился. Мне сзади прилетело все. Обычно дорожная ситуация? Да. Как? Водители составили схему происшествия и уже собирались разъезжаться. Девушка-водитель Hyundai i30 вину в аварии признала полностью. Волновались только, как бы не нанести ее автомобилю еще больший урон, чем он уже получил. У Нивы сзади был фаркоп, и иномарка налетела прямо на него. И Нива, и Hyundai Solaris были на ходу. У меня один раз Соболь 7 влетела. Она сверху получилась. Ну, в общем, тоже как собачка. Не буду объяснять, что долго расцеплялись. Они надеялись быстро оформить аварию. Приехавшие автоинспекторы вселили надежду оформить аварию на месте. Ну, есть шанс сегодня домой попасть. До 0 часов времени есть. В это время 19-летняя девушка-водитель «Лады» 14 модели по правому ряду уже опередила Киа Серато и Део Некси и перестроилась на левую полосу. До изменения их планов оставалось всего 10 секунд. На записи видеорегистратора, установленного в Kia, видно, что девушка даже не пыталась тормозить, а стала смещаться вправо, только сбив знак аварийной остановки. Завершить маневр не успела. Следом в нее врезалась Део и уже в Део Киа Серато. Я плохо, я не могу стоять. Тихо, успокойся. Все хорошо, не беспокойся. Я сейчас как будто, я думаю, это сон. Нет, все, успокойся, нормально. Сейчас скоро приедет. Я не могу. Голова болит? Голова не болит. Что болит? Руки Мне дышать тяжело. Машины все в тотал. Да, нормально все. Царапина там. В «Ладе» ехали 2 девушки. Водитель призналась, ни знака аварийной остановки, ни стоящие в левом ряду столкнувшиеся автомобили просто не видела. Не видела машину, что ли, совсем? Нет, я думаю, просто гаишники стояли. Ну через такую тонировку. Не, это она просвечивает нормально. Водители Део и Киа уверяют, избежать столкновения пытались, но для этого было слишком мало времени. Я эту аварию увидел, эту девушку ударил, хотел поворачивать, тут у меня машина была. Не успел, уже Киа меня сзади ударил. От травм водителей и пассажира Киа спасли ремни безопасности. Все были пристегнуты. Ремень был хорошо устал, я тоже улетел. Ни водитель «Лады», ни ее подруга не были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажирка пробила головой лобовое стекло. Водитель сломала грудной клеткой руль. Я не могу. Ноги целые? Да, вроде. Но мне больно ходить. Я не могу, я не понимаю. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у водителя перелом обеих ног и ребер с правой стороны. У пассажирки заподозрили закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализировали. Рамиль Шайдуллин, Дарья Кореева. Вызов 112.
Нетрезвого водителя «Лады» 14-й модели задержали автоинспекторы на улице Дубравная в Казани. Автомобиль остановили для рядовой проверки документов и, подойдя к машине, почувствовали исходивший оттуда запах спиртного. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие спирта в крови. Алкотестер зафиксировал больше 0,6 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого воздуха. Какая необходимость заставила мужчину сесть нетрезвым за руль, он рассказать постеснялся. Но теперь после суда он, вероятно, не сможет законно водить автомобиль от 1,5 до 2 лет и должен будет выплатить штраф 30 тысяч рублей. В ссору бывшей семейной пары невольно оказались втянуты автоинспекторы в Казани. В полицию поступило сообщение от девушки-водителя «Форда», что ее преследует нетрезвый мужчина на Hyundai Solaris. Оба автомобиля сотрудники ГИБДД перехватили на улице Арбузова. Им автоледи рассказала, что преследователь ее бывший супруг, который в нетрезвом состоянии посадил в машину детей, одному 4 года, другому 2, и бросился за ней в погоню, когда она уехала из дома. При этом детских кресел в автомобиле мужчины не было. Видела, что за мной едет муж. А я видела, что он прям выпивал 4 часа. Я ему оставила детей, потому что Девушка рассказывает, сильно удивилась, увидев, что за ней едет ее бывший супруг. Хоть и в разводе, живут пока вместе. В этот вечер, рассказывает, увидев в руках мужчины банку пива, решила, что он никуда не поедет. Оставила ему 2 малолетних детей и поехала отвозить сестру, которая приехала в гости. В этот момент и увидела сзади знакомый автомобиль. его машина, я очень сильно удивилась, потому что дети вместо меня в машине, весь мир. И начала звонить 112, что он пьяный и везет детей без кресел. Автоинспекторы остановили обоих на улице Арбузова. Были ли дети в машине мужчины, сотрудники ГИБДД не видели. Она пересадила их в свою машину, не дожидаясь инспекторов ДПС. Сомнения по поводу состояния опьянения развеял алкотестер, и мужчина и девушка были совершенно трезвы. Оба признают, что жить вместе радости никому не приносит, но до решения суда о разделе имущества других вариантов просто нет. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. Сообщение о ножевом ранении подростка в подъезде одного из домов на улице Фучика поступило ночью в оперативные службы. К прибывшим медикам обратились 3 пострадавших. У одного мужчине под 40 лет рваные раны на ноге и правом боку. У 2 других подростков ушибы, ссадины и разбитое лицо. В произошедшем все обвиняют граждан ближнего зарубежья, живущих в этом подъезде, у которых были постоянные конфликты с матерью самого младшего пострадавшего, 17-летнего молодого человека. Она рассказывает и приняла на себя первый удар. Меня пинул с ноги. Вот сюда. Все произошло у подъезда, рассказывает женщина. Вечером она готовила ужин, ее муж собирался на работу. Из окна услышала: между супругом и снимающими в этом подъезде квартиру гражданами ближнего зарубежья вспыхнул конфликт. Оставаться безучастной не смогла. На мужа моего начал там: да твоя жена такая-сякая, 5-10. И я выскочила, и вот у меня получается, вот он меня пинул с ноги. Рассказывает, отношения с квартиросъемщиками не сложились с самого начала. Причину уже не помнит, плоды пожинают до сих пор. Они мне машину поцарапали, они мужу машину поцарапали. В этот вечер после того удара ногой завязалась драка. Квартиросъемщиков, рассказывает, было 3, ее супруг 1. Вот и позвонила 17-летнему сыну. Он примчался с друзьями, одному 20, другому под 40. Силы уравнялись. Ранили друга сына. То есть сын приехал за меня заступаться. Она тут же вызвала медиков и полицию. У взрослого товарища, сына женщины, врачи на месте обнаружили травму ребер и рваную рану ноги. У друга помладше предварительно ушибы и ссадины. Оба от госпитализации отказались. Сам сын отделался разбитым лицом. Другую сторону конфликта задержали полицейские. О причинах потасовки не помнят, ссылаются на выпитое. Ну вообще просто вот бывает вот эти симпчу. Шайтан, короче, владеет, короче, ну, шуралем. Теперь во всех обстоятельствах произошедшего будут разбираться полицейские. Алия Хайрудинова, Дарья Кореева, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.